В эфире городского телевидения специальный выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Накануне в Сибае состоялось торжественное подведение итогов ушедшего 2016 года. Мероприятие началось с официальной части. Депутаты Совета городского округа и актив Сибая собрались на 6-е заседание Совета. В зрительном зале Сибайского драматического театра имени Арслана Мубарякова состоялось 6-е заседание Совета городского округа. Рабочее мероприятие прошло при участии 16 избранных депутатов. Также участие в нем приняли более 250 приглашенных из числа горожан и почетных гостей Сибая. Стартовала официальная рабочая часть прослушивания государственного гимна Российской Федерации и Республики Башкортостан. В повестку дня рабочего мероприятия вошли 4 вопроса. По первому, о деятельности Совета городского округа города Сибая в 2016 году с докладом выступил заместитель председателя Совета Гайса Ахмадулович Хасанов. За прошедшие 12 месяцев состоялись 18 заседаний Совета. Внесено 168 проектов, принято 164 решения. Отчетный период ознаменовался продуктивным участием депутатов городского совета в решении ряда инфраструктурных и социально значимых проектов, в числе которых капитальный ремонт образовательных учреждений, обустройство тротуарной дорожки по улице Белова, установка специализированных спортивных площадок на территории города и другое. Как отметил лидер депутатского корпуса, залог успеха он видит в тесном сотрудничестве с администрацией города. В докладе был задан курс дальнейшей работе, базирующийся на принципе «служить на благо избирателей». Впереди нас ждут новые планы и серьезные начинания. Стратегическая задача – поднять стандарты жизни людей на качественно новый уровень за счет модернизации экономики и создания стимулов для прогресса во всех областях. Перед нами общая цель – работа на благо жителей города. Задача всех уровней вместе создать благоприятные условия для жизни населения, развития производства малого и среднего бизнеса, увеличения рабочих мест и объемов производства. По второму вопросу повестки заседания об итогах социально-экономического развития города в 2016 году и задачах на 2017 и 2018 годы выступил глава администрации Сибая Халид Хамзович Сулейманов. Им были отмечены существенные объемы жилищного строительства, реализованные в 2016 году, представлены сведения по ремонту многоквартирных домов и социальных объектов, обозначены задачи в сфере строительства на 2017 и 2019 годы, в числе которых проект перспективной застройки микрорайон Восточный-2. Говоря об экономической ситуации, глава городской администрации рассмотрел работу отдельных предприятий. Был отмечен значительный вклад, вносимый в экономику города сибайским филиалом Учелинского ГОКа. Проблема нерентабельных производственных показателей сибайского элеватора, связанных с недогруженностью зернохранилищ. Трудности с реализацией продукции недавно запущенного кирпичного завода «Монолит». Халид Хамзович призвал отделы городской администрации совместно с собственниками предприятий найти путь решения обозначенных вопросов. Отдельно прозвучала необходимость уделять особое внимание задачам благоустройства города. Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить руководителей предприятий, организаций, депутатов городского совета, городского округа, трудовые коллективы за плодотворную работу в ушедшем году. 9 декабря 2016 года обращаясь к очередным посланием Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, глава республики Рустам Закирович Хамитов сказал: задачи перед нами стоят сложные, масштабные. Они требуют концентрации не только ресурсов, но и сил, знаний, наработанного опыта, нашей воли и характера. Уверен, мы с вами обязательно достигнем намеченных целей. Эти понятные, очень правильные слова должны стать руководством нашей с вами работе. Тогда мы успешно решим все намеченные задачи на 2017 и 2018 годы. Желаю всем успехов в делах плодотворной совместной работы во благо родного города, Башкортостана и Великой России. Спасибо за внимание. Следующим, согласно рабочей повестке дня, место за трибуной занял начальник отдела МВД России по городу Сибай Константин Николаевич Котелевский. Он ознакомил собравшихся с итогами деятельности полиции в 2016 году. Отмечено общее снижение преступности по отдельным уголовным статьям на фоне повышения общей раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно представленным данным, эффективность работы Сибайского отдела МВД одна из лучших по республике. С последним 4-м вопросом выступил заместитель премьер-министра Республики Башкортостан, руководитель аппарата правительства Илшат Азаматович Тажидинов. Он озвучил основные итоги прошедшего года и определил перспективы развития экономики и социальной сферы Республики Башкортостан.
Что касается итогов социально-экономического развития республики, то они все положительные в основном, и все они выше, чем среднероссийские. Например, промышленное производство в республике выросло на 2,6%, по России рост составил 1,1%. Объем инвестиций составил по республике 100,6% к уровню 2015 года. По России наблюдается снижение на 4%. Также положительная статистика, превышающая федеральные показатели, наблюдается и по темпам ввода жилья, роста среднемесячной заработной платы, снижения уровня безработицы. Что касается Сибая, рост среднемесячной зарплаты по крупным и средним предприятиям достиг прогнозного значения и остановился на планке 26 600 рублей. Отдельно руководитель аппарата правительства Башкортостана отметил хорошую динамику по улучшению производственных мощностей, которая отмечается в нашем городе на протяжении последних 5 лет. Илшат Азаматович отметил необходимость системного подхода по улучшению инвестиционного климата в городе, развития межмуниципального сотрудничества, выработки новых инструментов государственного и муниципального управления. У Сибая большой нереализованный потенциал, так что есть к чему стремиться. Шестое заседание Совета завершилось церемонией награждения. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации награжден заведующий офтальмологическим отделением Центральной городской больницы Амур Муталапов. Также правительственными наградами были отмечены горожане, добившиеся выдающихся успехов в прошлом году. Это работники здравоохранения Минзаля Кусяпова, Гульнара Галикеева, Миниса Шарипова, директор ООО «Здравница Зауралья» Ратмир Губайдулин, студенты СИБГУ Вадим Гумеров и Данил Ишмуратов. Почетные грамоты Министерства культуры Республики вручены главному бухгалтеру Сибайского филиала музыкального колледжа города Уфа Надежде Мещеряковой и начальнику отдела культуры и администрации Элизе Киреевой. На заседании Совета было отмечено, что повседневная деятельность всегда должна строиться во благо жителей города. Впереди новые планы и серьезные начинания. Стратегическая задача – поднять стандарты жизни людей на качественно другой уровень за счет модернизации экономики и создать стимулы для прогресса во всех областях. Это что касается будущего. А по итогам прошлого года состоялось торжественное мероприятие, где наградами были отмечены профессионалы своего дела. Торжественное мероприятие по случаю подведения итогов года ежегодно сопровождается награждением лучших предприятий города и лучших по профессии, которые вносят значимый вклад в развитие Сибая. Приятные моменты чествования продолжились и во второй части мероприятия, которое началось с выступления творческих коллективов Сибая. Первыми горожан поприветствовали воспитанники детской музыкальной школы, которые представили на суд зрителей совершенно новое для города направление – балет. Глава администрации городского округа города Сибай Халид Хамзович Сулейманов охарактеризовал прошедший год как нелегкий с точки зрения экономической ситуации. Однако городу удалось пережить его достаточно стабильно и даже с профицитом бюджета. Глава отметил, что это все благодаря слаженной работе предприятий и организаций, лучшие из которых в этот день были награждены дипломами администрации сразу в 17 номинациях. В частности, в номинации «Стабильность года» были отмечены Сибайский филиал Учелинского горно-обогатительного комбината и Башкирское шахтопроходческое управление. Лучшим предприятием стройиндустрии стало общество с ограниченной ответственностью «Ремстройцентр». За внедрение прогрессивных технологий отмечены Сибайские районные тепловые сети. В номинации «Цена и качество» награда удостоилось общество с ограниченной ответственностью «Технострой». В номинации «Устойчивый потенциал» группа компаний «Гранель» и «Сибайский рынок».
За инвестиции в город диплом удостоен индивидуальный предприниматель Артем Морев. За стабильный рост в сельском хозяйстве общество с ограниченной ответственностью «Пегас». Динамично развивающимся признано предприятие «Экопром». В номинации «Надежность года» награждены представители Центра социальной поддержки населения. За качество газетных материалов и сохранение тиража диплому удостоилась редакция газеты «Атайсал». За вклад в реализацию проектов в области сохранения нравственного и физического здоровья школьников отмечен Башкирский лицей имени Рамазана Медбаева. За разработку и внедрение инновационных программ в образовательном процессе Сибайский медицинский колледж. За вклад в развитие театрального искусства, сохранение и приумножение культурного наследия народов Республики Башкортостан Сибайский государственный башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова. За активное внедрение вариативных форм дошкольного образования награждены сотрудники Центра развития ребенка детского сада «Светлячок». Диплом за вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, поддержку в проведении республиканских и городских спортивно-массовых мероприятий вручен директору детско-юношеской спортивной школы. Сварщики, водители, бухгалтеры, продавцы, тренеры, преподаватели, волонтеры. Среди награжденных сибайцев люди самых разных профессий. Всех объединяет одно – желание сделать свой родной город лучше. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма из рук главы администрации Сибая, заместителя председателя Совета городского округа, почетных жителей, ветеранов Великой Отечественной войны. Я работаю в ВТП с 1979 года. Вот устроился после школы. Прошел службу в военно-морском флоте 3 года. И опять пришел в родной АТП. Я люблю свою работу, люблю перевозить пассажиров наших, горожан, гостей города. Я очень доволен. Было очень приятно получить такое благодарственное письмо от нашей администрации. Очень приятно, что нас заметили, нас поощрили. Мы намереваемся дальше расширяться. Во-первых, территориально, во-вторых, качественно и продвигаться намного дальше в сфере, именно в социальной сфере, приглашать уже нормальных, больших, еще больше артистов, которые еще намного лучше, чтобы они приезжали к нам в город, делали концерты благотворительные именно для наших сибайских детей. Для нашего микрорайона год выдался очень хороший. Люди, жители микрорайона очень-очень стараются держать приусадебное хозяйство в чистоте, в порядке. И надеюсь, наверное, и в 2017 году, и в будущих годах так будет продолжаться. Это для благоустройства, для чистоты города очень приятно смотреть.
2016 год был значимым еще и тем, что отмечалась положительная динамика по укомплектованности учреждений здравоохранения высококвалифицированными кадрами. В Сибае вот уже много лет существует традиция поощрения и стимулирования врачей. В этот день глава администрации городского округа Халид Сулейманов вручил ключи от 2 новых квартир главному врачу Центральной городской больницы. Значит, совсем скоро 2 семьи врачей справят новоселье. Я просто очень сильно благодарен, что вы всегда поддерживаете здравоохранение. И этому результаты наши показатели. Приехавшие молодые специалисты всегда обеспечиваются жилищным вопросом. И всегда, во всех моментах вы всегда поддерживаете и, как говорится, помогаете. Поэтому огромное спасибо от лица наших врачей, от нашего коллектива. Как известно, будущее за молодежью. В 2016 году юные сибайцы порадовали своими успехами в конкурсах и соревнованиях различных уровней. Именно такие креативные, творческие, активные молодые люди в этот день удостоились гранта главы администрации. Я участник европейского чемпионата Евроскиллс. Я представлял Республику Башкортостан в составе сборной России по компетенции архитектурной обработки камня. Многие считают, что молодежи нечем заняться. Я считаю, что это не так. У нас есть замечательные учебные заведения, хорошие преподаватели. Главное, чтобы у нас, у молодых людей, было желание учиться и постигать новые. А возможности для развития и получения основ знаний в нашем городе есть. О чем свидетельствует и этот грант главы администрации городского округа города Сибай. Я думаю, что вы смело можете положиться на нас. Мы оправдаем ваши ожидания и благодарим вас за вашу поддержку. Ежегодно в Сибае чествуются и деятели в области литературы, публицистики, образования, искусства. Лучшему присуждается премия имени известного государственного и общественного деятеля Башкортостана, писателя и публициста Рамазана Умедбаева. В этом году обладателем премии стал поэт Фанис Сербаев. Дух настоящего патриотизма царил в зрительном зале, когда на сцену вышли юные кадеты, воспитанники полицейского класса школы номер 7. Как известно, в общеобразовательном учреждении с этого учебного года действуют кадетские классы. Такая учеба будет полезна тем, кто планирует связать свою жизнь с правоохранительными органами. Сквозь года по страницам истории полыхают зорницы побед. Мы не ищем дороги проторенной, нам в грядущее выдан билет. Наш девиз — честь, отвага и мужество. Наша цель — защитить от невзгод. С нами правда, закон и оружие. С нами Бог и российский народ. Российская полиция, Отечество сыны. Российская полиция, порядок всей страны. Российская полиция, очистит часовой. Российская полиция, за жизнь готова в бой. Российская полиция, за жизнь готова в бой. Так в Сибае официально завершился год российского кино и стартовал год экологии и особо охраняемых природных территорий. Участники мероприятия выразили надежду, что 2017 год послужит толчком для решения проблем, накопившихся в природоохранной отрасли, и выразили уверенность, что совместным трудом, активной жизненной позицией сибайцы смогут сделать наш родной дом, Горняцкий город, еще лучше, красивее и комфортнее. Любить планету во всей вселенной, похожей нет, ее хранить, любить, ценить, и с миллионой дорожить. Ушел улоя, В рамках городских итогов года состоялась и выставка спецтехники. Там были презентованы новые образцы специализированного транспорта. Евдокия Титаренко расскажет подробнее.
Выставка спецтехники развернулась на территории Центра детского творчества. Посмотреть и изучить различные машины могли все желающие, но особенными гостями выставки стали сибайские школьники. Экскурсия стала для них еще одним этапом профориентационной работы. Сегодня у нас здесь и ЛПУ «Газпромтрансгаз Уфа», и пожарная машина, и современный реомобиль, и экологический пост Учелинского горнообогатительного комбината. Основная задача этой выставки – это профориентация, потому что основной проблемой молодежи является трудоустройство, и мы хотим, чтобы каждый ребенок посмотрел, загорелся какой-то профессией. Один из самых полюбившихся зрителям автомобилей стал КАМАЗ-Вахтовка, предприятие «Газпромтрансгаз Уфа». Спецтехника имеет оборудование, предназначенное для узконаправленных целей. Машина нового поколения работает исключительно на газу, за счет чего очень экономична в использовании. Если сравнить, допустим, дизельный КАМАЗ, у него, грубо говоря, 50 литров на 100 километров, и КАМАЗ на метане, у него тоже 50 литров. Сравниваем, если в экономическом режиме, то есть тогда получается, если этот КАМАЗ будет в год проходить 20 тысяч километров, то сумма будет 250 тысяч рублей экономии только из-за того, что он ездит на метане. Также помимо 22-местного КАМАЗа ребятам приглянулась пожарная машина. Они с радостью воспользовались возможностью опробовать пожарный рупор и другие специализированные функции в деле. Не меньше эмоций вызвал и современный реомобиль. Все эти машины нас очень впечатлили, все машины очень всем понравились. Нам понравился еще, очень сильно нам понравился КАМАЗ. Он нас очень сильно впечатлил своей мощью, и все водители этих транспортов нам рассказали, что самое хорошее в этих машинах. Мне понравилось больше всего скорая, потому что там всякая исследовательность, она помогает всем, и там можно помочь. Еще мне понравилось КАМАЗ. Рассказали что там 90 км в час он разгоняется, это его максимальная скорость. Мне больше всего понравилась пожарная машина, потому что, во-первых, там очень интересно, то, что это очень сама по себе интересная профессия, и также мне понравились те слова, которые говорили экскурсанты. Больше всего мне понравилась скорая помощь, там очень классно внутри, и сама профессия, врач это очень полезная Посещение выставки для школьников оказалось весьма эффективным. Для многих это открыло новые перспективы в направлении развития. Некоторые ребята уже задумались о том, чтобы связать дальнейшую судьбу с определенными профессиями.